Мало кто в Нерюнгри не знает такую яркую личность, как Татьяна Кириллова. Это ведущая свадеб и юбилеев, участница массовых мероприятий, депутат, общественный деятель и просто хорошая мама и бабушка. И такой она была с самого детства. Несмотря на жизненные трудности, Татьяну всегда отличала активная жизненная позиция в любом возрасте и в любом коллективе. Да, я в 5 классе прочитала книгу «Тимур и его команда», рассказ в школе. И я настолько была под впечатлением от этой рассказа, от Тимура и его команды, что я в 5 классе, мы организовали отряд, нас было 6 человек. Мы пришли к памятнику погибшим воинам, давали клятву. Я вообще гуманитарий, с математикой не дружу. И я давала клятву. Почерк у меня был ужасный, ужасный. Почему у меня сейчас красивый почерк? Потому что я тогда дала клятву, что я исправлю свой почерк. Я прям клялась. Девочка у нас отличница была в моем отряде тимуровцев. Она клялась, что исправит, подтянет меня по математике. И другие тоже клялись. В тетрадь мы все это записали и пошли по поселкам помогать. Будучи родом из солнечной Украины, Татьяна волею судьбы попала на север. Как и тысячи других энтузиастов, в Нерюнгри приехала по комсомольской путевке. Нам говорят: девчонки, едьте в Якутию, там тоже набирают отряд в якутскую, город Нерюнгри. Ну, мы, честно, всплакнули сначала, потому что для меня Якутия была это тундра. Понимание, что это тундра, даже не тайга, а тундра, олени, еранги, где мы там будем жить и что мы будем. Для меня это было что-то ужасно. Вот. Мы, естественно, всплакнули, пришли в гостиницу. Назад отступать нельзя, стыдно. И мы решили, едем. Сейчас, глядя на современный развивающийся город, мало кто знает такие факты, что во время строительства Нерюнгри люди жили не только в старом городе. Например, за больничным комплексом в районе Телевышки был так называемый Бамовский поселок, состоящий из деревянных балков. Сюда добирались пешком, вода была только привозная, помещения отапливались обогревателями. Именно здесь первое время и жила наша героиня, когда приехала из Украины. Когда я приехала в 1981 году, возле телецентра, прям возле телецентра, ну, наверное, метров 50 чуть левее, был как поселок, не поселок, 15 балков. Где-то 12-15 балков, и в каждом балке жило по 2-3 семьи. Ну, это как что-то наподобие времянки было, коридор и комнаты. У моей свекрови было 4 детей, поэтому была 3-комнатная, у кого-то 2-комнатная. Я, когда вышла замуж и жилья еще не было, нам друг моего мужа уступил комнату, и я 1,5 месяца жила в вот этой красоте. Но когда ходили в город, это так далеко казалось, особенно когда 50 градусов мороза, а, естественно, больничного комплекса еще не было, он только-только начинал строиться. Вот. Ну и вот пешком туда, утром, вечером строго ходили. Еще один интересный факт. Дом по улице Кравченко, 14. По сей день в народе называют грузинским общежитием. А почему именно грузинским, знают только первостроители. Почему грузинская? Оказывается, первый отряд грузин, ребят, приехал, эшелон, именно грузины. Они красили, они ставили кровати, они готовили для нас. Но следом за грузинским приехал украинский отряд большой. А мы приехали позже. И мы, когда как раз в этот день заехали в отряд, нас заселили в красный уголок на 2-м этаже. Нас было 13 кроватей. И одна единственная девочка с грузинского отряда, но у нее корни русские. Папа военный и в Грузии был. И я до сих пор вспоминаю, что только в то время можно было так сделать. Вот мы приехали без денег, мы еще не устроились. Оля Вигера, я ее на всю жизнь запомнила, она очень высокая, там по 2 метра рост у нее был. И она говорит: девчонки, вот так и так, сейчас выходные, вас сейчас никто устраивать на работу не будет, внизу столовая есть, а у нас денег нет. И она достает кошелек и говорит: идите, кушайте. И мы с ее кошельком 2 дня ходили в столовую и питались. Я же говорю, только в советское время можно было достать и вот нас 12 человек кормить. И у нас как-то даже в голове не было, что нужно зарплаты же отдать, потому что
Ну, тогда такое время было, что у нас есть, мы даем, и не задумываемся о том, что это нужно. Мы банку открыли сала в Москве, мы ее налево-направо, всю гостиницу там эту огромную кормили, угощали. Это же украинское сало, украинская колбаса. Но как-то не было понятия, что тебе дали, и ты должен тут же дать. Это было все вот прямо от души делалось. С первых дней, как Татьяна Владимировна приехала в Нерюнгри, она включилась в общественную работу. Организовывала праздники, участвовала в мероприятиях. Веселая, позитивная девушка всегда была душой любой компании. Мы в молодости все, очень многие занимались, ходили в агитбригаду. Это такая бригада, которая выступала как КВНщики. Мы выступали с критикой, с юмором, ездили в Золотинку, в Иенгру, Калиневодом ездили, выступали. Я даже помню, мы культпросветчики, мы живгазетчики, мы заводилы из села, что нам награды в агитбригаде. Сама с молодость сюда свела. У нас даже такая песня была, это когда я была в Николаеве, в Украине, на практике, и мы там вот были. И здесь была агитбригада. В школьные годы Татьяна занималась в театральном кружке и до сегодняшнего момента принимает активное участие в культурной деятельности. Как и многие молодые люди того времени, Татьяна, вступив однажды в ряды комсомольцев, навсегда связала свою жизнь с молодежной организацией. Тогда комсомол стал настоящей школой жизни и остался в памяти как символ добра, созидания и настоящей дружбы. Мы раз в год встречаемся. У нас была такая традиция на День комсомола встречаться. Но сейчас уже немножко она так расширила свои границы. И собирается не только наш отряд, а вообще все нерюнгринцы, кто был в комсомоле. Все прям ждут этот день, все звонят, спрашивают. Вот. И мы с нашими ребятами с грузинского отряда поговорили и решили так. Мы рады, что эта традиция пошла в свет, что она объединяет всех бывших комсомольцев. Но мы решили, мы будем делать, все-таки вернуться к нашей традиции. Теперь не на День комсомола делать, а когда приехал первый отряд. Первый отряд приехал в марте. Значит, мы хотим сделать теперь встречу нашу только отрядовцам в марте. Не потому, что мы не хотим с остальными общаться. Мы очень рады, когда мы собираемся на этом празднике. Но немножко уже другой формат. Когда мы собирались только наши, нас много объединяет. Мы помним друг друга в молодости. Мы помним какие-то интересные истории, какие-то смешные факты друг о друге. И мы тогда более раскрепощаемся, мы сидим, вспоминаем и говорим об этом. А когда уже другие приходят, ну, немножко ты как бы закрытый, и чуть-чуть вот это тепло уходит. Поэтому наша традиция все-таки собираться отрядом, мы ее возобновим. Вот в этом году в марте хотели, но немножко я закрутилась, не получилось организовать. Ну, ничего, мы не будем ждать марта, мы сделаем чуть раньше и договоримся, что в марте, вот как первый отряд приехал, мы будем собираться. Потому что многие уехали, очень многие уехали. Но, слава богу, еще есть. Есть друзья юности, тех, кого ты знаешь, и так интересно встречать и видеть. Ты помнишь, 18-летние, 19-летние мальчишки, ребята были уже взрослые после армии. Все они были, естественно, мы были 18-летние, 19-летние девчонки. Вот. И когда видишь сейчас уже, какие мы взрослые, как мы трансформируемся, как мы меняемся, это грустно, конечно, но радуешься, что кто-то остался. Вообще я люблю Нерюнгри. Я очень люблю Нерюнгри, но мне так грустно за него, когда я вижу, что люди уезжают. Я иду по городу, вижу, стоит контейнер. Я не знаю этих людей, кто там выезжает. Но от мысли, что эти люди ходили со мной по городу, по одной улице, что мы, может, где-то встречались, и они уже уезжают с города. Правда, как-то вот болит. Вот за что вот мне больно, что у нас большая все-таки отток сейчас идет с Нерюнгри. Вот это вот больно. Болит, грустно. Вот. Но жизнь, как река, она не стоит, течет. И я вот хочу сказать, я 80
в 5-м, наверное, или 6-м году услышала такие строки. У нас на Грессе, когда я в агитбригаде выступала, не помню, кто написал, но помню, мы в агитбригаде пели песню. Там были такие строки. «Ах, Нерюнгри, красивый новый город, и все, кто в нем живет, мне так же сердце дорог. И даже если нас судьба недавно привела сюда, наш Нерюнгри родным стал навсегда». Вот правда, новый город, тогда новый город мы говорили. Это сейчас мы говорим Нерюнгри, а тогда был старый город, новый город. И кто-то же написал вот эти строки, вот сколько лет, 40 лет прошло, 35 с 85-го года, а я их до сих пор помню, потому что действительно, кто живет, он дорог. Временем проверенные лучшие друзья, мы остались прежними веселыми ребятами, теми, что приехали сюда в 80-е. Мы остались прежними веселыми ребятами, теми, что приехали сюда в 80-е. Вместе с коллегами по цеху, с представителями агитбригады проводилась обширная работа по сохранению исторической памяти, так как в нашей великой стране такая история, которой можно и нужно гордиться, а главное – помнить через века. Здесь подбер, как и там, вы не говорите, больше нету баба, а былом скорбях. Лучше хорошенько на ребят взгляните, что, не узнаете? Вы самих себя! Работа в агитбригаде плавно перетекла в работу в женсовете. 15 лет Татьяна Владимировна входила в состав женсовета «Надежда России». Это общественная организация, где неравнодушные женщины объединились для защиты материнства, семьи и детства. Главная задача – это безвозмездная помощь малоимущим семьям, обездоленным детям и старикам. Татьяна вместе с другими участницами женсовета брала шефство над пожилыми людьми, помогали им в хозяйстве, делали ремонты в детских домах, а могли собраться, выбрать грязный двор и провести там субботник. Я говорила девчонкам, сделаем косметический. Но девчонки, они у меня такие, они не могут остановиться, они сделали капитальный. Я мебель разобрать, разбить ее, вытащить что-то, вынести. Внук у меня старший пришел, там накрутил гвоздей кучу, картины, потому что у нее они где-то там лежали. Она говорит, куда вешать стены такие? Ей жить захотелось. Она говорит, я сейчас хочу жить в такой красоте. Так девчонки дальше пошли. Алия пошла, договорилась с фирмой, чтобы в рассрочку ей поставили стекла, окна пластиковые, потому что там дуло. Вот. Девчонки у меня нужно были вот шить маски, коронавирус был. Мы 1000 с лишним штук шили. Мы сидели и их шили. У меня мозоли были вот такие, потому что это кроить, все резать нужно было. И девчонки у меня шили. Нужно было вот торопышки, акция была, район проводил, женсовет района. Мы шили чепчики, распашонки, пожалуйста. Мы не делимся на вот это где-то по партиям, что это не наш женсовет. Нет, это надо для общего дела, это нужно для людей, для детей. И мы это делали. Горят сердца задорные, не гасят их метели. Они огнеупорные у нас на самом деле. Мы пронесли сквозь годы наш огонек добра. Живет агитбригада, живет наш стройотряд. Татьяна Кириллова признается, что очень любит все этническое. Здесь, на севере, изучила повадки эвенков, культуру Якутии, не забывая при этом свои народные обычаи и традиции. Чародейную ночь на Ивана Купала оживают все травы, деревья, цветы. Для магического и колдовского выбираются ведьмы из темноты. Но не стоит поверий народных пугаться. Нужно в этот день выбрать большой водоем. За 1000 километров от исторической родины за долгие годы родную культуру помогает поддерживать работа в украинской диаспоре. В 2014 году, после проведения Библионочи в Нерюнгринской городской библиотеке совместно со всем составом ассамблеи, мне просто захотелось показать свою культуру украинскую. И я вот предложила ассамблее поучаствовать в данном мероприятии. Но на тот момент, конечно, мы не входили в состав ассамблеи, но после проведения данного мероприятия Орион, который еще был тогда председателем ассамблеи, он предложил после данного мероприятия организовать украинскую диаспору. И вот у нас был дебют первый на Эссыхе 2014 года. Все давалось очень сложно, потому что ничего не было, ни костюмов,
никакого реквизита. Но мы стойко выстояли на данном мероприятии, ну а дальше понеслось. Из 8 человек, которые участвовали, это были студенты во главе со мной. Потом я стала подтягивать наших нерингринцев, украинцев. Ну, прежде всего, это творческие люди. На протяжении этих лет мы проводим мероприятия украинской тематики, где позиционируем свою культуру, традиции и обычаи украинского народа. Это Ивана Купала, это осеннины, это традиционные дни украинской культуры, которые мы проводим в Центре культуры и духовности имени Пушкина. Ну и много других мероприятий. Помимо того, что мы проводим свои тематические мероприятия, да, мы участвуем во всех мероприятиях общегородского и районного уровня. То есть это День Республики, ИСых, это День народного единства, День города и День Нерингринского района. Мы также являемся лицом представительским, когда приезжают к нам именитые, знаменитые люди в наш город Нерингри. Одним из ярких представителей украинской диаспоры является Татьяна Кириллова. И как бы речь идет не только о внешности, но и о внутреннем содержании. Можно сказать, что Татьяна Кириллова – это женщина-праздник. Если она участвует в мероприятии, то гарантирован просто стопроцентный абсолютный успех. Она очень тонко чувствует аудиторию, знает, что в тот или данный момент нужно зрителю. И поэтому в основном разработкой сценариев наших мероприятий занимается Татьяна Кириллова. Ну, плюс сценарий, плюс еще немаловажно – это импровизация. Поэтому в этом залог успеха наших мероприятий. Татьяна Кириллова всегда полна идей, творческих идей, фантазии. Это она все озвучивает, и потом мы успешно это реализовываем в жизнь в своих мероприятиях. Ну, а естественно, что трепетное такое чувственное отношение к своей исторической родине, любовь к Украине дает возможность, такой посыл демонстрировать вот культуру, традиции, обычаи нашего украинского народа на культурной карте Нерингринского района. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. У нас как бы каждый в диаспоре занимает свою нишу. И все мы вот как звенья одной цепи, мы все друг с другом связаны. Мы все взаимосвязаны друг с другом. У моєму небі зірка падала, 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 та й казали люди гірко. Думала, 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 збережу своє кохання. І я кажу, ти люби мене, перше як востаннє. Падала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Думала, 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 збережу своє кохання. І я кажу, ти люби мене, перше як востаннє. Я кажу, ти люби мене, перше як востаннє. Свой творческий потенциал Татьяна также реализует в коллективе «Забава». Это тоже своего рода отдушина и приятное времяпрепровождение, но в то же время упорный труд, репетиции и выступления. Надоело мне одной печалиться, я хочу влюбиться и не париться. Только что-то мне совсем не нравится, все, чего желаю, словно плавится. Давай, давай, играй, играй, мой гармонист. Не унывай, давай, 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 валяй, валяй, мой озорной, мой разудалый, ну-ка разгуляй. Ну, в коллективе вот в «Забаве» мы занимаемся уже 5 лет. Но Татьяну мы знали и до этого, потому что занимались в «Комсомольском огоньке», которое она и организовала, в общем-то. Ну, что я могу сказать? Человек большого сердца, и все. Она старается всем помочь, сделать всем хорошо. И у нее это получается. Она делает хорошо и старикам, и детям. И в своем дворе всегда что-то соберет на праздник, там берет какой-то реквизит, организует. Ну, молодец человек. Человек большой души. Она помогает не только пенсионерам, она еще помогает детям, в том числе детдом, да, помогает как в плане ремонтов организовывать бригады, так и в плане проведения мероприятий. Недавно было проведено мероприятие
Да, 1 июня День защиты детей мы сделали для детей. Праздник детям. Да. Кроме творческой деятельности, Татьяна Владимировна принимает участие и в общественной жизни. Сначала была депутатом городского совета, сейчас представляет районный совет депутатов. Но самое главное – это близкие люди и члены семьи. Здесь Татьяна – любящая мама и бабушка, которая вырастила детей и сейчас воспитывает внуков. Я их люблю, обожаю, хотя хотела девочку очень. Но я поняла, что мальчишки так классно, потому что с ними я на заборы вместе с ними. Где бы я еще могла полазать на забор? Только с мальчишками. На самокатах меня, вот мы на 9 мая, я младшего внука возила в Москву. Я очень хотела ему показать Москву на 9 мая именно. На самокат он меня, только велосипед внуки меня посадили. Поэтому мальчишки, это так здорово, у меня с ними очень такая близкая связь очень. Мне как-то дети, я с детьми могу редко по телефону разговаривать, мне все некогда. Для них я всегда, для внуков я время всегда найду. За 40 лет суровый северный край стал второй родиной. Как говорит Татьяна, все, что я имею и чего я достигла, я обязана Якутии. Первых 10 лет, когда я жила в Якутии, я не могла привыкнуть, правда. Я настолько тосковала за Украиной, что, во-первых, небо не такое. В Украине небо очень высоко, а здесь низко. В Украине ласточки летают очень высоко, а здесь низко. И когда в 80-й год приехали, здесь же камни были. Администрация, мы туда ходили ягоду собирать. И это... Казалось, так далеко мы идем от грузинского, от нашего общежития до администрации. Ну сколько здесь пройти-то? А тогда, когда тропинка эта была лесная, там стройки, где-то что-то, это казалось очень далеко. И я не могла 10 лет привыкнуть к Якутии. Я очень тосковала, особенно когда 1 сентября у меня окна выходили на 6-ю школу. И я была в декретном, и как сейчас помню, 1 сентября, и дети идут в куртках и без цветов. И снег с грязью. И я, помню, плакала, потому что я сразу вспоминала 1 сентября, яркое солнце, мы стоим в школьной форме, с бантами, с цветами, а этого не было. И через 10 лет только, вот я помню, это был 90-й год, я приехала с Украины, и я шла по городу, и я вслух произнесла, как я люблю наш Нерюнгри. Вот тогда я поняла, что я люблю, я обожаю наш Нерюнгри. Я Якутию, я ездила Тюсюльгель, по-моему, называется. Доезжаешь до Лены и в сторону, как ехать на Чурапчу. Тюсюльгель как-то называется. Я прочитать могу, а произнести мне как-то сложно. Я поехала туда на конференцию и на маевку коммунистическую меня пригласили. Я сама коммунист. И меня туда пригласили на маевку, меня и первого секретаря. И я увидела совершенно другую Якутию. Я увидела березовые рощи, равнины, озера. И, правда, позавчера собирались с подругами, я говорю, зачем нам куда-то ехать, девочки, Якутск. Я его для себя открыла, это такая красота. Я когда попала на праздник Исаак в Якутске, у меня мурашки были, когда вышли на Асоху, на этот общий круг. И мы были во втором кругу, и я развернулась и увидела, что 15-тысячный стадион, а там было их больше, и все были здесь. Это такая энергетика. Я обожаю, я люблю старый Якутск, я прям хожу по нему. Я люблю новый участок Якутска, я обожаю эту природу. И ехать куда-то, я люблю Украину, правда. Но это малая моя родина уже. Да, там мои корни, там могила моих родных, там папы, бабушки, дедушки, да. Но именно родина там, где твои дети. С чего начинается родина? С улицы, с дома, с детей. Здесь живут дети, здесь мои внуки, здесь мои подруги живут. Творить добро и дарить радость окружающим не всем под силу. Но если каждый человек сможет помочь кому-то делом, поступком или просто улыбкой, значит мир будет лучше и можно с уверенностью смотреть в будущее. Лукавый
калину за вікном,